Известные российские блогеры и журналисты подвели итоги визита в Южную Осетию. Своими впечатлениями они поделились с югостинскими коллегами на площадке пресс-центра Комитета информации и печати. Гости побывали в Ленигорском районе, познакомились с местными жителями, узнали секреты осетинского пивоварения, а также посетили завод по производству пива. Все они комплиментарно отзываются о Южной Осетии, удивлены гостеприимством, красотой природы, вкусом и качеством осетинского пива. В свою очередь, торговый представитель Таймураз Гогинов назвал приезд популярных блогеров важным шагом в продвижении югостинской продукции на российском рынке. Мы вчера побывали на таком, я бы сказал, аутентичном мероприятии. Мы попросили нашего друга, чтобы он сварил пиво по нашей древней осетинской традиции, которой, как он утверждает, 20 тысяч лет уже. По словам историка Мурата Хацерта, 20 тысяч лет. Я считаю, что это то, чем мы должны с этим флагом нашего пивоварения идти и как-то вот больше быть более конкурентоспособными. Я думаю, что... Евгений Тюгалев вещает на широкую аудиторию. YouTube-канал «Самозванцы» смотрят тысячи людей. И он непременно расскажет о том, что осетинское пиво пришлось ему по вкусу. Он дал высокую оценку югостинской продукции. Посетили Южную Осетию впервые. Очень все понравилось. У вас тут очень красивые виды, хорошие люди, гостеприимные. Нас хорошо встретили. Отвезли на пивоварню, высокогорную. Но мы такое видим, конечно, впервые. Да. То, что в горах стоит пивоварня, виды шикарнейшие, пиво просто супер. То есть варите хорошо. Искушенные пивовары побывали во многих странах и посетили разные производственные площадки. Что касается Ленигорского завода, здесь блогеры поучаствовали в варке пива и поделились своими технологиями. Ну и не переставали нахваливать вкус традиционного осетинского пива. Домашнее пиво тоже такое видим впервые, чтобы в небольшой такой постройке варили пиво на костре. Но это, конечно, все делается на глаз, там без измерения температуры и так далее, но все очень вкусно, все очень прям понравилось. Это было очень интересно, потому что домашним пивом тоже в свое время занимался, увлекался. Знаю эти примерно технологии и исторические тоже люди у нас в России, там есть люди, которые исторически варят пиво, по историческим технологиям, похожи, кстати, очень чем-то на то, что мы видели. Но все равно было очень интересно смотреть, и главное попробовать было интересно. Пиво прям очень интересный на вкус. Все посчитали, что оно похоже на английский эль по вкусу. Думали, что это такое легенькое какое-то пиво, но привезли на завод, померили. Не легенькое оно оказалось, совсем не легенькое, там больше 7, сколько там, 7,8 алкоголя. То есть такая штука крепкая. В числе гостей блогер и журналист Павел Егоров. Он уже много лет занимается изучением истории пенного напитка, а также дегустацией. Егоров попробовал более 16 тысяч видов пива. Давно мечтал попробовать и югостинское. Я считаю, что пиво у вас очень качественное, и оно конкурентоспособное, поэтому то, что его предлагается в России, тут как раз проблема не в том, что оно именно что-то в нем не хватает, а именно оно хорошее, но главное это продать. Потому что Россия, конечно, сейчас перенасыщена пивоваренным производством. Я надеюсь, что все это все-таки продвинется. Я уже встречал это пиво у нас там в Москве, там магазин «Сеть Перекресток». Как захожу, смотрю, уже продается. Сам я уже несколько лет назад это пиво попробовал, потому что пивоварня участвовала в разных выставках. Я люблю и по выставкам походить, поснимать, и поэтому пробовал уже и пару лет назад. И пиво, да, впечатлило, что очень хороший уровень, отличный чистый вкус, никаких претензий нет. Мне больше всего темное понравилось, потому что я вообще люблю темное. Завершая мероприятие, гости отметили, что в первую очередь своей многочисленной аудитории расскажут о гостеприимстве осетинского народа, о живописной природе и вкусной осетинской кухне. Агунда Губозова, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня.